Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Многие жители региона выйдут в День физкультурника России на пробежку. Какая программа намечена в этот день в республике? Сколько в регионе граждан занимаются физической культурой? Об этом нам расскажет гость студии. Гаврил Махначевский, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, собственно, с Дня физкультурника. Какие мероприятия будут проводиться в этот день? Ага. В этот день у нас будет очень обширная программа. С утра, с 7 утра мы уже начнем городскую утреннюю зарядку. Это будет у нас проходить на площади Победы. Будут проводить наши спортивные инструктора. И также будет принимать участие член сборной России по вольной борьбе Станислав Сильнобоев. Поэтому призываем тоже всех ближайших к этой локации наших горожан, чтобы приняли участие на данной утренней зарядке. И начнется уже наша основная локация, это будет место площадь Комсомольской. У нас будет отдельная площадка, и здесь у нас будет стоять все наши практически, те виды спорта, которые непосредственно будут активно участвовать в этот день. Будут представить свои виды спорта, будут пропагандировать, будут покажут мастер-классы. И также будет с 10 утра начало соревнований. Ряд соревнований будет. Это, например, игры ГУТО, да, это практически это кроссфитовский формат такой будет. И также армейский рывок, это по гировому спорту. Будут одновременно даны сеансы по шахматам и по шашкам. Метание хорей, да, аркана будет, и также прыжки через нарты. И все, в целом та программа, которая будет завтра направлена, сделана, это все будет направлено для наших горожан. Чисто для детей, для людей, которые заинтересовались, допустим, каким-либо видом спорта. Также город Якутск будет представить свои спортивные школы, да, все школы будут представлены. Покажет тоже, какие у них отделения виды спорта, в каких школах. И также тренера тоже свои расскажут, покажут, какие виды спорта в целом культивируются в спортивных школах города Якутска. Непосредственно также отдельно будут наши школы, это уже школы Олимпийского резерва. Тоже они покажут, какие виды спорта у нас есть, наша школа спортивная по линии Минспорта. Да? Также будет показ всех мастер-классов данных видов спорта. Они покажут тоже во всей красе свои виды спорта, чем они хороши, и так далее. То есть, насколько я понимаю, охват вот этой спортивной программы большой. Завтра будет практически до 17:00, вот с утра, с 10 утра и до 17:00 на Комсомольской площади будет очень, скажем так, в целом это мероприятие называется «Тренируйся с лучшими», поэтому будет очень, скажем так, все направлено именно для нашего населения. А что касается районов республики, там какая-то программа будет? Да, конечно, мы отмечаем этот день по всей России. Данное мероприятие, если так сказать, из истории 1939 года это идет, День физкультурника. И по сей день мы отмечаем наш профессиональный праздник. По всей республике также будет центр ХУСа и также в населенных пунктах будет организованы мероприятия, направленные именно на пропаганду здорового образа жизни и физкультуры в целом. А что касаемо детей, как будете вовлекать их? Какие виды спорта для детей будут представлены? Да, я сейчас сказал, тренера все будут завтра, допустим, да, по спортивным школам, покажут свои виды спорта, проведут мастер-классы. Допустим, есть еще будет такой аттракцион высота Криштиану Роналду, то есть метр, я вот сейчас могу ошибиться, но больше 2 метров там. И прыжки должны головой коснуться мяча. То есть это та высота, которая на сегодняшний день лучший футболист мира забивает мячи головой, допустим, да. Вот такие, как правильно бить по мячу, там будет, допустим, школа футбола будет покажет все свои трюки, финты, там, и поэтому завтра все будет направлено именно заинтересовать наших горожан, наших детишек,
Ну и также будет направлено и направление по адаптивному спорту будет, также и направлено для пожилых людей, которые, ну, для наших пенсионеров, которые тоже заинтересуются, посмотрят. Также и скандинавская ходьба будет, мастер-классы будет. Поэтому я думаю, завтра будет очень насыщенная программа и будет очень интересно для наших горожан. Гаврил Михайлович, ну это не только ведь праздник спорта, там же еще и можно выиграть различные подарки. То есть вот Да, я так понимаю, да. что спорткомплексы представили такую возможность. Какие? Ага. Ну, с утра, вот когда кто придет на зарядочку, мы проведем розыгрыш. Те люди, которые пришли на зарядочку, будут, как говорится, ну, пройти зарядку и могут даже получить, выиграть абонемент. Абонемент на плавательные бассейны, это Чолбон и Самородок. Вот двум нашим спортивным объектам будет разыгран абонемент. То есть и дальше заниматься. Да, конечно, и дальше заниматься. Гаврил Михайлович, День физкультурника отмечается ежегодно. Что нового в этом году? Да, ну, в этом году программа все-таки будет очень обширная. Вот я как сказал, как и не в прошлом году, еще больше будет, я думаю, представлены виды спорта. Также вот еще больше соревнований в этот день. Ну и также в этот день вечером в 16:00 будет старт марафона среди детей в 16:00. И также вечером будет дан старт среди любителей бега в 23:00. Эта локация будет Парк Победы. Оттуда будет уже полумарафон и марафон будет. А вот что касаемо людей старшего и пожилого возраста, их как-то будут задействовать? Да, конечно. Вот завтра тоже будет направлено на данную аудиторию. Покажем, какие виды спорта будут именно на данный возраст. Это, допустим, начиная от скандинавской ходьбы, гимнастика, йога. Вот эти тоже виды спорта именно направлены будут для наших пожилых людей, которые живут в нашем городе. Еще одно большое мероприятие. С 12 по 16 августа состоится всероссийское соревнование по стоклеточным шашкам. Сколько гроссмейстеров примут участие? Да, действительно, на следующей неделе тоже у нас намечается очень крупное мероприятие. Это два всероссийских, даже можно сказать, 3 всероссийских турнира. Это у нас по стоклеточным шашкам и Кубок Ильдархана, главы нашей республики, и по 64 клеточка. Ну, 64 клетка — это именно Кубок главы будет всероссийский турнир, и до этого будет нашего прославленного тренера, кузница наших гроссмейстеров нашей республики Николая Николаевича Кычкина. Памяти Николая Николаевича Кычкина будет. Приедут у нас около 20 наших гроссмейстеров международного класса из разных уголков нашей России. Ну и они, соответственно, будут принимать участие как раз вот в день. Завтра они покажут, дадут пара сеансов, да. Показательные, да, покажут. Ну и, соответственно, у них уже начало соревнований, это с 13 числа. Также у нас будет проводиться на следующей неделе Кубок тоже главы нашей республики. Это по смешанным единоборствам. Данное мероприятие будет проводиться у нас совместно с международной промоутерской компанией. Это Eagle EFC, который это руководитель у них в целом, ну, под патронажем, скажем так, да, Хабиба Нурмагомедова. Очень приедут очень сильные бойцы. Конечно, республика тоже представит своих бойцов. У нас тоже хватает тех ребят, которые на уровне, скажем так, на уровне России участвуют, скажем, успешно. Ну и завтра, поэтому на следующей неделе у нас это будет бой 18 числа. Намечается 5 кардов очень топовых бойцов. Поэтому мы тоже приглашаем всех наших жителей посмотреть. Это будет проводиться у нас в спортивном комплексе «Триумф». И все мероприятие будет проводиться все бесплатно. Поэтому всех приглашаем посмотреть, поучаствовать в таком шоу вечера именно по ММА. Гаврил Михайлович, я предлагаю остановиться еще чуть подробнее на интеллектуальных видах спорта. У нас очень активно в последние годы развиваются шахматы, шашки, игры Го. Вот с чем связываете?
Да, ну, данный вид спорта очень развит на самом деле. На сегодняшний день шахматы тоже также будут в программе предстоящих игр Дети Азии. Ну, шашки тоже, скажем так, шашки очень развиты в целом по России, да, и один из самых сильных регионов считается Якутия. Ну, здесь, как я бы сказал, выстроена была хорошая система именно благодаря нашим тренерам. Вот Николай Николаевич Кычкин, который тренировал плеяду тренеров, лучших игроков республики, которые сейчас на сегодняшний день тоже становятся лучшими тренерами нашей республики по шашкам. Также, ну, интеллектуальная игра — это очень добрая игра, скажем так, и, конечно, соответственно, развивает наш интеллект, мышление. И здесь и очень много играет полезно для наших детишек. Я думаю, очень полезный вид спорта, именно связывать с учебой можно, да. И здесь и по шахматам. Шахмат и шашка, конечно, разные игры, но по сложности, стратегии и так далее, они оба очень сложные. Допустим, 100-клеточная игра, здесь ходов больше, намного больше, чем, допустим, 64 клетки. И очень, скажем, наши игроки, наши спортсмены в этом очень вышли на, скажем, на топ 5 лучших в нашем регионе. И показывают и в мире, и в Европе, и в Азии наши игроки, вот, наши спортсмены, гроссмейстеры показывают очень сильную игру, и считается, как говорится, весь мир с нашими игроками. Ну, то есть выбирают вот эти интеллектуальные виды спорта, потому что прокачивают не только тело, но еще и разум. Да. Гавриил Михайлович, в завершении ваши пожелания, поздравления, возможно, ко Дню физкультурника. Да, от имени нашего Министерства по физкультуре и спорту Республики Саха-Якутия и от нашего спортивной общественности всех поздравляем, наших коллег, наших тренеров, наших спортивных функционеров, наших руководителей, наших тренеров, ну и наших всех спортсменов, которые непосредственно связаны со спортом. Ну и также хочу завтра всех пригласить на наш праздник. Посмотрите, какие виды спорта у нас культивируются в нашей республике, чем они хороши, какие условия и в целом куда направлены на детишек, допустим. И поэтому родители очень будут, я думаю, очень заинтересованы, и всех родителей города Якутска, которые будут, их дети занимались, были здоровы. Завтра переходите, празднуйте вместе с нами, ну и будет очень позитивно, ну и, конечно же, будет очень полезно. Поэтому всех приглашаем. Гавриил Михайлович, ну я присоединяюсь к вашим поздравлениям, могу пожелать вам и вашим коллегам новых побед и больших достижений. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!